Бог заявляет: вы прощены. Не нужно стыдиться, поскольку я оставил все позади. Давайте смотреть вперед с надеждой. Я глубоко люблю вас. Я умоляю Бога руководить моими решениями в соответствии с Его волей, а не моими эмоциями. Мой секрет прост: я молюсь, доверяю Богу и воздаю Ему всю славу. Когда Бог увидит ваши усилия, Он позаботится обо всем остальном. Когда Бог хочет, чтобы вы росли, Он может заставить вас чувствовать себя некомфортно. Это неудача или совпадение, это Бог. Бог ценит смелую веру. Он хочет услышать ваши конкретные просьбы, а не общие. Помните, вы не сможете поразить цель, если не прицелитесь. Библия говорит нам: у вас нет, потому что вы не просите. О чем вам нужно просить Бога сейчас? Я с вами верую, веря, что Господь услышит вашу молитву. Поделитесь этим со своей семьей. Дорогой Бог, я хочу поблагодарить Тебя за все, что Ты делаешь за кулисами, помогая мне безопасно проживать каждый день, обеспечивая защиту моей семьи и другие бесчисленные благословения. Аминь. Поделитесь с семьей Колоссянам 3 часа 15 минут. И да владычествует в сердцах ваших мир Христов, которому вы и призваны в одном теле. И будьте благодарны. Не позволяйте тому, что вы видите, поколебать вашу веру в то, что говорит Бог. Помните, бремя не будет длиться вечно. Он услышал вашу молитву. Поэтому доверьтесь Его времени. Бог приготовил для вас прекрасное будущее. Лучшее еще впереди. Если вы ожидаете Божьего совершенного времени, помните, продолжайте просить, и оно будет вам дано, продолжайте искать, и вы найдете, продолжайте стучать, и вам откроют дверь. Итак, друзья мои, по великой милости Божией, я призываю вас принести свои тела в живую жертву, святую и угодную Богу, что является вашим разумным актом поклонения. Повторяйте за мной: я верю, что Бог совершит невозможное в моей жизни. Считайте это подтверждением того, что Бог услышал ваши молитвы, и исцеление и благословение уже в пути. Когда Бог обещает вернуть тебе что-то лучшее, чем то, что ты потерял, верь в Него, Он посылает что-то новое. Так что будьте терпеливы. Благодать – это когда Божья способность превосходит вашу неспособность. Никогда не забывайте, что даже в мои лучшие дни я нуждаюсь в Боге так же отчаянно, как я нуждался в Нем в мои худшие дни. Иногда Бог отправляет вас в путешествие, о котором вы даже не подозревали, чтобы принести вам все, чего вы всегда хотели. Доверьтесь Его плану. Вера означает иметь мир, даже если у вас нет ответов на все вопросы. Не ждите, пока произойдет что-то позитивное, чтобы прославить Бога. Слава Богу за обещания, которые еще впереди. Если верите, напишите в комментариях «Аминь». Когда вы вот-вот потеряете надежду, Бог может послать вам великое благословение как напоминание о том, что Он услышал вас. Признаки того, что Бог вытаскивает вас из теплохладности, включают чувство дискомфорта из-за греха, неприспособленность к греховному окружению, потерю интереса к мирским желаниям, осознание того, что мирские занятия не служат никакой реальной цели, стремление к чему-то, что мир не может вам дать, и ощущение, что что-то отсутствует, и Бог говорит вам, что только Он может восполнить. Если вы верите в это, скажите «Аминь». Сегодня Бог говорит вам:
что вот-вот откроется новая дверь. Проблемы, с которыми вы сталкиваетесь, скоро закончатся. Вы собираетесь получить лавину возможностей и благословений. Будьте терпеливы и доверяйте Божьему времени. Поделитесь этим со своей семьей, поэтому говорю вам, все, о чем не попросите в молитве, верьте, что получите это, и это будет ваше. Пусть Господь заглушит каждый негативный голос в твоей голове, принесет мир в твое сердце, будет твоей силой в твоей борьбе и всегда утешит тебя. Что-то позитивное вот-вот войдет в вашу жизнь и изменит ее. Если вы согласны, наберите 999. Если вы готовы сражаться, пусть это будет молитва. Молитва не должна быть вашим последним средством, планом Б, в или Д. Вашим планом должно быть обращение к тому, кто способен, что является самым мудрым выбором в любой ситуации. Дорогой Небесный Отец, как и в 5 стихе 11 Псалма, который напоминает нам искать прибежище в Тебе и находить радость, петь от радости и искать Твоей защиты. Господь, я радуюсь и доверяю Тебе, зная, что Ты защитишь меня. Я отвергаю власть страха надо мной, потому что я покрыт драгоценной кровью Иисуса Христа. Господь Иисус, я верю, что Ты мой хранитель, мой пастырь и князь мира. Я смиренно прошу Тебя окутать мою жизнь покоем, который только Ты можешь дать. Славлю и благословляю Твое святое имя. Во имя Иисуса я возношу эту молитву. Аминь. В 1 стихе 12 стиха Иакова говорится, что те, кто стойко выдержит испытание, получат венец жизни, обещанный Богом тем, кто любит Его. В расширенном переводе еще больше подчеркивается, что те, кто упорствует, будут благословлены, счастливы, духовно процветают и пользуются благосклонностью Бога. Этот венец жизни не просто отдаленное стремление, это обещание, которого мы можем достичь благодаря нашей непоколебимой вере и доверию Тебе. Мы понимаем, что наши земные стремления могут стоить нам дорого, но предлагаемая Тобой вечная награда намного превосходит любые земные достижения. 1 Петра 5, стих 4 напоминает нам, что, когда явится пастырь, мы получим венец славы, который никогда не увянет. Какой славный день будет, когда мы предстанем перед Тобой и пожнем награду за все, что мы пережили в этой жизни. В тот день наша радость будет полной и наши страдания закончатся. Всякая слеза будет утерта, и мы с благодарностью наденем наши небесные венцы. Евреям 6 стих 10 уверяет нас, что Ты, наш справедливый Бог, не забываешь о нашей борьбе и любви, которую мы проявляем во имя Твое, служа другим. Вы видите вечную ценность в нашей любви и вере. В минуты страданий мы молимся сегодня, чтобы наше сердце жаждали венца жизни, небесной награды, которая сохранится на всю вечность. Мы признаем, что слава и земные достижения мимолетны, но обещанная Вами награда вечна. Пусть это будет наградой, которую мы усердно ищем всем сердцем. Отец наш, мы понимаем, что Ты дороже любого земного сокровища. Ваша любовь, присутствие и обещание небесных наград дороже всех богатств мира. Мы благодарим Вас за возможность иметь с Вами отношения. Мы признаемся, что искали признания и одобрения мира, но теперь мы предпочитаем искать Вашего одобрения превыше всего. Мы откладываем погоню за мирским признанием и направляем свое внимание на накопление сокровищ на небесах.
Господи, когда мы сталкиваемся с трудностями и испытаниями, помоги нам оставаться стойкими, помня, что наши земные испытания имеют вечное значение. Даруй нам силу и выносливость, чтобы вести добрый бой и проявлять стойкость при любых обстоятельствах. Даруй нам благодать претерпеть то, что требуется от нас на пути к небу. Давайте сосредоточим свой взгляд на том, что невидимо и вечно, а не на мимолетных вещах этого мира. Господь, когда мы чувствуем разочарование из-за испытаний и страданий, напомни нам, что Ты очищаешь нас и учишь больше доверять Тебе. Помогите нам сохранить вечную перспективу и искать славы, исходящей только от Вас. Даруй нам терпение и выносливость, необходимые для того, чтобы пройти предстоящее нам поприще. Пусть мы будем сильными среди испытаний и жаждем небесного сокровища. Давайте же взглянем на неувядающий венец, который ждет нас в вечности. Господи, позволь нам больше не зависеть от одобрения людей, а желать только Твоего одобрения. Богатство Твоего милосердия и благодати, мы благодарим Тебя за благодать, которая поддерживает нас в жизненных бурях, и за величайшую награду Твою любовь и одобрение. Сейчас мы смиренно возносим эту молитву Тебе, о Боже, во имя Иисуса. Аминь. Господь Иисус, мы славим и поклоняемся Тебе за обещания, которые Ты нам даешь. Аминь. Бог объявляет, что ожидание окончено, и я оставляю вас с миром, свой мир, который я даю вам, а не так, как мир дает. Поэтому не позволяйте своим сердцам смущаться и бояться. В этом сезоне в вашей жизни грядут значительные перемены, точка повышения, которая была вам суждена уже давно. Ты возьмешь факел и поднесешь его высоко. Благословенный Господом, приготовьтесь, потому что на вас сейчас великая благодать. Вы получите свежие помазания и благодать совершать необыкновенные чудеса, демонстрировать непоколебимую веру и достигать изобилия во имя Иисуса. Поделитесь этим со своей семьей. В 10 стихе Псалма 46 говорится: «Умолкните и познайте, что я Бог, возвыслюсь среди народов, вознесусь на земле». Если веришь, напиши «Аминь». Если ты борешься со страхом, помни об этом, дорогой Небесный Отец, я возношу к Тебе свои страхи. Я прошу Тебя указать мне путь, по которому мне следует идти. Пожалуйста, обеспечьте все мои потребности сегодня. Я сделаю все возможное, но остальное оставляю в ваших руках. Спасибо, что были со мной. Я не один. Спасибо, что услышали мою молитву, я молюсь во имя Иисуса. Аминь. Теперь давайте вознесем молитву благословения. Небесный Отец, я благодарю Тебя за то, что Ты стал моим щитом и оказал благосклонность и честь мне и моей семье. Я славлю Тебя за то, что Ты не удерживал от нас ничего хорошего из-за жертвы Иисуса на кресте. Твое слово в Псалмах 84:11 заявляет, что мы благословлены, когда доверяем Тебе. Во имя Иисуса я молюсь сегодня благословляющей молитвой обо мне и моей семье. Аминь. Что касается ожидания, то Иосиф ждал 13 лет, Авраам ждал 25 лет, а Моисей ждал 40 лет. Если вы сейчас чего-то ждете, помните, что Божье время всегда лучшее. Аминь. А теперь стоит запомнить еще пару стихов. Слово Твое — светильник, направляющий мои шаги, свет, освещающий мой путь.
Псалом 119105. Аминь. Господь укрепит свой народ и благословит его миром. Псалом 29, 11 минут. Аминь. Хорошие новости вы получите завтра утром около 8 часов 57 минут. Не волнуйтесь и не огорчайтесь. Иисус сказал им: «Веруйте в Бога, верьте и в Меня». Иоанна 14, 1. Если вы его получите, напишите «Спасибо, Иисус». Аминь. То, о чем вы молились, уже в пути. Бог знает желание вашего сердца, и все будет решено в Его идеальное время, потому что Его планы больше наших. Доверьтесь Ему. Наконец, помните, ибо мы не смеем причислять себя или сравнивать себя с теми, кто хвалит себя. А они, измеряя себя собою и сравнивая себя между собою, не мудры. 2 Коринфянам 10, 1. Господь Иисус, мы стоим перед Тобой с сердцами, полными хвалы и благодарности. Ваше слово во 2 Коринфянам 12, 9 напоминает нам, что вашей благодати достаточно для нас, и ваша сила совершается в нашей немощи. Мы с радостью радуемся своим слабостям, чтобы сила Христова могла покоиться на нас. Мы так благодарны, Господь, за Твое присутствие с нами, Твоими детьми, и за Твою всегда доступную и достаточную благодать. В этот момент мы решили сосредоточиться на вас, целители, а не на болезни. Мы решили сосредоточиться на вас, поставщике, а не на дефиците. Мы решили сосредоточиться на вас, прокладывающем путь, а не на возникающих препятствиях. Царь Иисус, мы возвеличиваем Тебя превыше всего, потому что в Тебе мы находим благосклонность, защиту и милость. Наше внимание и фокус сосредоточены на вас. Мы превозносим вас над трудностями завтрашнего дня, над каждым кризисом в области здравоохранения, каждой финансовой неудачей и каждой проблемой. Отец Бог, мы не будем беспокоиться о завтрашнем дне, потому что Твое Слово уверяет нас, что нам не следует беспокоиться. Мы просим вас открыть уши, чтобы услышать наш крик, даровать нам разум, полный покоя в те моменты, когда мы чувствуем себя подавленными жизненными трудностями. Во имя Иисуса мы молимся. Аминь. На наших сердцах тяжело, Господь, мы просим Тебя облегчить наше бремя. Когда вражеские атаки сокрушительны, мы молимся о Вашей защите и о том, чтобы Вы участвовали в наших битвах. Хотя противник окружает нас, как рыкающий лев, ищущий, кого поглотить, мы заявляем, что мы в безопасности благодаря крови Иисуса Христа. Мы приглашаем Тебя, Господь Иисус, мощно действовать в нашей жизни, как Ты это сделал с Даниилом, Илией и Елисеем. Мы ищем божественного вмешательства, Вашего руководства и Вашей защиты. Расчистите все ловушки, которые враг приготовил перед нами, и защитите наш разум от отчаяния, депрессии, сомнений и уныния. Защитите наш разум шлемом спасения. Помоги нам сосредоточиться на Тебе, Господь, особенно во времена неопределенности. Благословляем Ваше святое имя и благодарим Вас за то, что Вы услышали эту молитву. Во имя могущественного Иисуса Христа мы молимся. Аминь. Господь Иисус, спасибо Тебе за Твою милость и защиту. Ваша милость окружает нас ежедневно, и мы чрезвычайно благодарны за Ваше постоянное присутствие во времена слабости.
Мы молимся о вашей силе, чтобы укрепить нашу веру. Помоги нам, Святой Дух, стоять твердо и не ожесточать сердце грехом. Помогите нам принять Твое Слово без оговорок, веря каждому обещанию с непоколебимой верой. Мы заявляем и придерживаемся исхода 14 часов 14 минут. Господь будет сражаться за вас, вам нужно только молчать. Мы ищем веру, которая позволит нам жить во власти и победе, которые являются нашим правом по рождению как посланников Всевышнего. Вместе с вами мы сможем противостоять лжи врага истине Евангелия. Спасибо за Твою неизменную любовь, источник нашей надежды во времена разочарований. Когда друзья покидают нас, мы всегда можем рассчитывать на Тебя как на нашу опору и убежище. Мы восхваляем Твое святое имя, Господь. Во имя могущественного и верного Иисуса мы молимся. Аминь. Бог говорит: «Я понимаю огромную проблему, с которой вы столкнулись, пытаясь выбраться из мрачной ситуации. Я полностью осознаю, какое влияние это оказало на ваше психическое благополучие. Я рад, что вы доверились мне, и вместе мы успешно преодолели эти трудные времена. Я тебя люблю». Поделитесь этим сообщением со своей семьей прямо сейчас. Давайте подготовим то, о чем молимся, молитвой благодарности. Молитва о благодарном сердце. Дорогой Бог, мы благодарим Тебя за все благословения, которые Ты излил на нас. Спасибо за наши семьи и друзей, за нашу работу и возможность приносить доход. Выражаем благодарность за ваше обеспечение и за дар нового дня для пробуждения. Спасибо за воздух, которым мы дышим, и за новые возможности поделиться своей любовью с окружающими. Мы просим благодати поставить других на первое место, любя их любовью Христа. Мы благодарны за Евангелие и новую жизнь, которую оно приносит. Господь Иисус, мы благодарны за величайшую жертву, которую Ты принес для нас. Помоги нам подчиняться Твоему Слову и искать Твоей воли в любой ситуации. Сегодня мы отдаем Вам всю славу и честь. Во имя Иисуса мы молимся. Аминь. Дорогой Бог, прости нас, если мы просили от Тебя больше, чем отблагодарили Тебя. Во Христе мы обрели жизнь. Иногда, Боже, Ты не даешь нам того, чего мы хотим, потому что Ты слишком любишь нас, чтобы это делать. Позвольте нам руководствоваться Вашим Словом, а не миром. Мы отдаем все. Если вы благодарны, напишите «Аминь». И если все сложится именно так, давайте поразмышляем над притягательной мыслью, которую вы написали. Если вы согласны, Бог заявляет: «Дайте мне ваши планы, и я дарую вам успех». Имейте в виду, что ваше достижение может произойти не так, как вы себе представляли, но оно превзойдет ваши ожидания, если вы доверитесь мне. Поделитесь этим сообщением со своей семьей прямо сейчас. Давайте помолимся о ясности и мире. Дорогой Бог, пожалуйста, успокой мой разум, исцели мое сердце и облегчи мои тревоги. Аминь. Бог может благословить вас божественным союзом. Но Он может подождать, пока вы полностью не отдадите свое сердце. Мы часто вступаем в хорошие отношения, имея старые привычки, нерешенные проблемы и эмоциональное бремя. Эти неразрешенные эмоции могут разрушить благословение новых отношений, поскольку новый человек невольно расплачивается за прошлое.
В других случаях мы не приглашаем Бога в наши отношения, что может привести к греху и замешательству. Если Бог имеет вас в период одиночества, используйте это время, чтобы подготовить свое сердце к тому, что Он приготовил для вас. Воспользуйтесь этой возможностью исцелиться, учиться и расти, чтобы вы могли вступить в божественный брак с сердцем, свободным от прошлого времени. Господь Иисус, из глубины моего сердца я возношу эту расширенную молитву как выражение моего глубокого уважения и непоколебимой веры в Твое божественное присутствие и силу. Я восхваляю и поклоняюсь Тебе, Господь, за Твою безграничную силу. Хотя мы, смертные, связаны законами природы, Вы, в Вашем бесконечном величии, не подвержены таким ограничениям. Ваше слово в Псалме 147, 4-5 гласит, что Вы определяете количество звезд и даете каждой из них свое имя. Вы поистине велики, исполнены силы и мудрости, превосходящей всякую меру. Славлю Тебя, Господи, за Твое великолепие. Я горячо молюсь о силе ходить в вере и всегда доверять Тебе. Я признаю, что не всегда могу изменить свои обстоятельства, но я могу решить всем сердцем довериться Тебе, мой Господь Иисус. Дай мне силы изменить свое отношение и взгляд на жизнь, чтобы я мог постоянно ходить верой, а не видением, как советуется в Иакова 1, 2-4. Помогите мне развить решительную, непоколебимую и сильную веру. В мире, полном неопределенности и турбулентности, я нахожу утешение в уверенности, что Вы сохраните контроль, твердо восседая на Своем вечном троне. Исайя 43:16 уверяет нас, что Ты открываешь путь к морям и рекам в пустыне. Я выражаю свою благодарность, Господь, за Твое обещание проложить путь, даже когда кажется, что его нет. Ты наш Избавитель, когда мы окружены врагами. Когда волны неизведанного угрожают захлестнуть нас, мы призываем Твое имя, Иисуса Христа, имя превыше всех имен, ищем Твоей помощи, чтобы создать путь там, где его, кажется, нет. Мы умоляем Вас разделить море неопределенности перед нами и превратить неустойчивую почву под нашими ногами в прочный фундамент. Произносите слова «мир», «успокойтесь» в буре, с которыми мы сталкиваемся, успокаивая бурные моря нашей жизни. Мы верим в то, что Вы станете решением, разрушителем цепи и выходом из любой ситуации. Только Ты наша скала и прибежище, и в Тебе мы находим избавление. Пусть Твой Святой Дух поможет мне продолжать искать то, что наверху, где Христос восседает по правую руку от Бога. Помоги мне, Святой Дух, сосредоточиться на вещах Царства Божьего и не отвлекаться на мимолетные отвлекающие факторы этого мира. Я признаю, что для достижения этой цели мне нужна Твоя сверхъестественная сила, и я заявляю, что Ты, Господь Иисус, мой источник силы. Ты ведешь меня к победе над злом и к победе над грехом. Я возношу Вам хвалу и славу за постоянное укрепление нашей веры. Отец, я приближаюсь к Тебе с сердцем, полным благодарности, благодарю Тебя за дар жизни и здоровья. Мне повезло с семьей. Перед лицом земных развлечений и искушений я глубоко осознаю свою потребность в Твоем милосердии и очищении. Я прошу Твоей защитной руки окружить меня, защищая нас от лукавого, как обещано в Фессалоникийцам 3:3. Я верю в Вашу верность и правдивость Вашего слова.
Я умоляю вас помочь нам защитить наше сердце, глаза и уши от вредных влияний. Даруй нам благодать и силы оставаться непоколебимыми в вере, сосредоточиваясь на Тебе, авторе и совершителе нашей веры. Окружи нас своей силой и могуществом, укрой нас под сенью своих крыл и защити наше сердце и умы от сетей лукавого. Укрепи нас, чтобы противостоять искушению, и дай нам смелости противостоять злу, чтобы оно убежало от нас. Исайя 41:10 уверяет нас не бояться, потому что Ты с нами, поддерживая нас своей праведной десницей. Я заявляю, что не буду жить в страхе и верю, что дела врага не одержат победу в моей жизни. Моя семья и дети покрыты драгоценной кровью Иисуса, и ничто не причинит нам вреда, потому что Ты, Господь Иисус Христос, укрепляешь и поддерживаешь нас своей праведной десницей. Пусть Ваш Святой Дух продолжает вести нас, и пусть Ваши ангелы сопровождают нас, куда бы мы ни пошли. Вооружи нас своей броней и дай нам силы противостоять планам дьявола. Я осознаю сопротивление, с которым столкнусь как верующий, но я также знаю, какая огромная сила находится в моем распоряжении, когда я призываю имя превыше всех имен, имя Иисуса. Аминь. Я приношу радость в вашу жизнь. Не волнуйся, потому что я с тобой, и ты не один. Когда ты пройдешь через глубокие воды, я буду с тобой. Когда вы встретите реки трудностей, вы не утонете. Даже когда вы пройдете сквозь огонь угнетения, пламя не поглотит вас. Изобилие течет во всех аспектах вашей жизни, будь то финансовый, умственный, духовный или физический. Знайте, что благословение уже в пути. Ожидайте, что хорошие вещи будут происходить каждый день, потому что, когда вы что-то предвидите, Вселенная отвечает, давая вам все необходимое для достижения следующего уровня роста. Поверьте, что все, что происходит в вашей жизни, предназначено для окончательной эволюции вашей души. Вас ждут хорошие времена. Псалом 15 подтверждает: «Но Ты, Господь мой, Бог сострадания и милосердия. Ты чрезвычайно терпелив и полон неизменной любви. Спасибо, Боже, за то, что любишь меня. Дорогой Бог, подготовь меня к предстоящей неделе. Возьми мои заботы и сожаления, заряди мою душу и обнови мой дух. Пожалуйста, иди впереди меня, расчищая путь и защищая меня». Иоанна 3:16 напоминает нам, что Бог так возлюбил мир, что отдал Своего единственного Сына, чтобы каждый, кто верит в Него, не погиб, но имел жизнь вечную. Аминь. Если вы попали в трудную ситуацию, не стесняйтесь обращаться за помощью. «Я здесь ради тебя, и я люблю тебя». Прокомментируйте «Аминь», если согласны. Будьте сильными и мужественными, не бойтесь и не унывайте, потому что Господь, Бог ваш, будет с вами, куда бы вы ни пошли. Пусть Господь дарует вам и вашим детям приумножение и благословение, потому что Он Творец неба и земли. Аминь. Бог обращается к вам сегодня, побуждая вас сделать шаг вперед в своих молитвах. Он видит твои слезы и хочет, чтобы ты знала, что у Него все еще есть план на тебя. Мужайтесь, ведь Он всегда с вами. Он дает вам драгоценный дар, спокойствие ума и сердца, мир, который мир не может обеспечить. Итак, пусть ваше сердце не смущается и не наполняется страхом.
Бог уверяет вас, что вы слишком много беспокоитесь. Помни, кто я. Хотя вы, возможно, еще этого не видите, я все тщательно спланировал. Я ушел раньше тебя. Я сделал то, что ждет тебя впереди. Доверься мне и давай пойдем вместе по этому пути. Продолжайте молиться за нуждающихся, потому что Бог все еще может изменить их жизнь. Сила вашего собственного духа гораздо более существенна, чем вы можете себе представить. Наступит время, когда вы поймете две важные истины, которые вам иногда придется повторять себе, особенно когда вы чувствуете разочарование или уныние. Поймите, что выживание происходит благодаря разуму, а победа расцветает благодаря страсти. Единственное, что отделяет мечту от реальности, это стремление воплотить ее в жизнь. Следуйте своим мечтам, достигайте своих целей, а затем оглянитесь назад на тех, кто сомневался в ваших способностях. Не позволяйте безрассудным обвинениям тех, кто причиняет вред и скрывает свои действия, задеть вас. Они полагают, что их ошибки останутся скрытыми, и перекладывают вину на других, симулируя совершенство. Они тыкают пальцем и желают, чтобы последствия и бремя их вины переложили на вас. Однако важно помнить следующее: как твой родитель, я люблю тебя, и тебе нужно кое-что изменить. Вы позволили внешнему давлению разрушить вашу веру, дух и характер. Вы проявили раздражение по отношению к тем, кого должны любить. Мое намерение – исцелить тебя. Желаю вам испытать радость. Я стремлюсь устранить отчаяние, укоренившееся в вашем сердце. Я хочу, чтобы ты освободился от темных мыслей, поселившихся в твоей душе. Я не хочу, чтобы ваши эмоции были нарушены, а ваше уныние утомляло людей в вашем доме. Встаньте перед зеркалом, признайте свои ошибки и пообещайте не приносить раздор в свой дом из внешних источников. Не используйте свои слова, чтобы причинить боль. Не повышайте голос, не говорите негативно о своем отпрыске и не смотрите презрительно на своего давнего компаньона. Сегодня уникальный день в вашей жизни. Это день прощения, день примирения. Я освобождаю тебя, прощаю тебя и даю тебе возможность начать все сначала. Вы преобразитесь, вы будете процветать, и ваша семья будет наполнена счастьем. Я наполню вас своим Святым Духом, удалю ваших врагов из вашего окружения, и ваши дети будут мечтать о многом. Я открою вам священное видение и приведу вас в сверхъестественное царство, наполненное чудесами и благословениями. Не игнорируйте мои слова, они будут вам полезны. Дистанцируйтесь от нездоровой дружбы. Когда вы почувствуете, что потеряли всех, появятся люди, предлагающие вам все, что, как вы думали, пропало. Если вас подвел тот, кого вы любили, считайте, что он потерял больше, чем вы. Если человек, которому вы доверяли, обманул вас, осознайте, что вы настоящий победитель. Пойми, когда кто-то уходит из твоей жизни, это потому, что у меня есть план. И если вам нужно поплакать из-за кого-то, делайте это сегодня, пока не сможете больше, но не забудьте улыбнуться завтра, потому что вас ждет новый день. Неважно, кто вас обидел или кто вас подвел, важно то, кто вас снова рассмешил. Не говорите, что вам отказали, говорите, что они упустили свой шанс. Не говорите, что вы им никогда не нравились, говорите, что они вас не ценят.
Не говорите, что все закончилось, скажите, что вот-вот начнется что-то новое. Если вас что-то волнует, мечтайте об этом. Если ты влюбился, живи этим. Если не получится, переживите это. Если вас настигает одиночество, помните, что тысячи людей ищут такого, как вы, и мечтают о таком, как вы. Но не торопитесь, я пришлю этого человека в нужный момент. Примите веру в то, что вы не продукт случая. Ты мое дитя, и я выбрал тебя еще до начала времен. Я уже показал вам много знаков. Было бы тяжким грехом остаться равнодушным к моим словам и отвергнуть чудеса, которые я хочу совершить в вас и в вашей семье. Иногда вы стоите перед воображаемой стеной. Я благословлю тебя, и ничто и никто не сможет меня остановить. Я уже простил и очистил тебя. Нет оправдания или причины, которая мешала бы тебе принять мою любовь и прощение. Я желаю благословить тебя, и даже ты не можешь этому помешать. Я послал свое слово, чтобы оно исполнилось в твоей жизни, и это слово не вернется ко мне пустым. Оно принесет плоды и чудеса, победы и радость. Я открою тебе нечто необыкновенное, и как только ты это поймешь, ты уже никогда не сможешь уйти от этой глубокой любви. Любите себя, восхищайтесь собой за все, о чем вы молча думали и преодолевали самостоятельно. Ты заслуживаешь это. Я люблю тебя сейчас, завтра и всегда. Аминь. Каким ты думаешь, тем и станешь. То, что вы чувствуете, вы привлечете. То, что вы представляете, вы создадите. Поэтому никогда не ложитесь спать без сна и не просыпайтесь без цели. Не забывайте всегда следовать моему голосу. Прислушайтесь к содержимому своего сердца, поскольку оно способно перенести вас в места, которых ваши цели никогда не смогут достичь. Если импульс или идея исходят из вашего сердца, смело следуйте за ними, даже если они вселяют в вас страх. Позвольте времени развиваться естественным образом и всегда сохраняйте радостное выражение лица, пока ждете. В трудную минуту улыбнитесь. В стремлении к успеху проявите терпение. Пусть луна будет вашим утешением в скорбные ночи, а солнце – вашим спутником в веселые минуты. Позвольте звездам символизировать надежду, вашему взгляду отражать красоту, а вашему сердцу олицетворить жизнь. Не тратьте свое время на погоню за материальными благами, вместо этого ищите впечатления. Помните, единственное, что вы унесете с собой из этого мира, это пережитые радости, а единственное наследие, которое вы оставите после себя, это любовь, которой вы поделились. Итак, дорожите теми вещами, которые вызывают улыбку в вашем сердце, поскольку они являются истинным богатством жизни. Это богатство состоит в том, чтобы быть окруженным дорогими людьми, просыпаться каждый день с определенной целью и питать искреннюю страсть к тому, что вы делаете. Поверьте мне, когда я говорю, что будущее более перспективно, чем прошлое. Благословения, которые я приготовил для вас, скрыты среди совпадений, неожиданных событий, жизненных поворотов, сюрпризов и незапланированных моментов. Поймите, что в жизни не бывает случайностей. Вы постоянно движетесь к местам, ситуациям и людям, которые ждали вашего прибытия. Всегда сохраняйте в сердце благодарность, ибо благодарное сердце – магнит для чудес.
Жизнь можно рассматривать двояко, либо как лишенную чудес, либо как чудесное путешествие. Не позволяйте драгоценным моментам ускользнуть из ваших рук. Инвестируйте в счастье, наслаждайтесь и цените то, что у вас есть, и будьте благодарны за свои достижения. Помните, что счастье зависит не от того, чего вам не хватает, а от того, как вы цените и используете то, что у вас есть. Настоящее счастье заключается не в богатстве, а во времени. Худшая форма бедности – это отсутствие времени насладиться тем, что у вас есть. Сосредоточьтесь на своем имуществе, своей сущности и своих спутниках. Если то, что вы делаете, никому не приносит радости и вреда, продолжайте это делать. Всегда выбирайте счастье, а не комфорт. Вы поймете, что приняли правильное решение, когда почувствуете мир в своей жизни. Счастливых людей можно отличить. Они не критикуют, не завидуют, не осуждают и не предают. Они просто посвящают себя тому, чтобы быть счастливыми. Если ты сможешь без трепета смотреть на небо, ты будешь знать, что ты чист внутри, и независимо от обстоятельств ты снова обретешь счастье. Улыбайтесь, и жизнь станет прекраснее не только для вас, но и для тех, кого озаряет ваша улыбка. Полная любовь – ключ к счастью. Любите страстно, даже когда на это не отвечают взаимностью. Любите свою семью, друзей, партнера, природу и саму жизнь. Никогда не лгите тем, кто прислушивается к вам, и не разочаровывайте тех, кто вам доверяет. Каждое действие по отношению к другим отражается на вас, часто в усиленном виде. Таким образом, счастье, которое вы испытываете, пропорционально излучаемой вами любви, и вы заслуживаете того же количества любви, которое предлагаете другим. Помните, вас считают великим не из-за вашего имущества, а из-за вашей щедрости. Ничего не ждите, но будьте благодарны за всех. Вместо того, чтобы сосредотачиваться на заботах, наслаждайтесь благословениями. Отпустите все, что вас тяготит, и наполните свое сердце любовью к себе, верой и горячим желанием жить. Обращайте внимание на тех, кто обещает и верит, и помните, то, чем вы восхищаетесь в других, отражает ваш потенциал, а то, что вы в них критикуете, отражает ваши слабости. Когда радуешься чужому счастью, испытываешь двойную радость. Блажен тот, кто знает, что разделение боли уменьшает ее, а разделение радости умножает ее. Цените людей, которые для вас важны, и показывайте им их значимость. Стремитесь быть той поддержкой, которую вы когда-то искали. Не беспокойтесь о тех, кто симулирует заботу о вас. Вместо этого сосредоточьтесь на тех, кто действительно любит вас. Помните, что секрет в том, чтобы не ненавидеть никого, если он вас обижает. Не обижайтесь, просто сделайте выводы. Не говорить плохо ни о ком – лучший способ говорить о себе хорошо. Живи, не притворяясь, люби, не завися, слушай, не нападая, и говори, не обижая. Когда вы нервничаете, злитесь или настроены негативно, просто молчите. Игнорирование – это разумный ответ. Интеллект позволяет побеждать в спорах, но мудрость в них не заключается. Лучшая защита – улыбка, лучшая атака – молчание, а лучшая победа – безразличие. Кто винит других, тот ничего не понял, кто винит себя, начинает что-то понимать, а кто винит никого, тот все понял. Дитя мое, никогда не обменивай что-то хорошее на что-то лучшее,
потому что, когда ты обнаруживаешь, что у тебя было что-то хорошее, добро, возможно, уже нашло что-то лучшее. Не обманывайте себя тем, что принадлежит другим, чтобы не страдать из-за того, что вам не принадлежит, и не стать чьим-то вторым выбором. Окружите себя интересными людьми. Помните, что там, где вас не ищут, вы не нужны. Вычеркните из своей жизни все, что стирает вашу улыбку. Привыкайте быть счастливым без алкоголя, мечтать без наркотиков, разговаривать без мобильного телефона, улыбаться не только в камеру и любить безоговорочно. Привыкайте радоваться тому, что дает вам жизнь. Пусть твоим единственным пороком будет движение вперед. Дитя мое, не жди, чтобы оценить ценность момента, пока он не станет воспоминанием. Не уподобляйтесь тем, кто теряет здоровье ради накопления денег, а затем теряет их ради восстановления здоровья. А тревожно думая о будущем, забудь настоящее. Наслаждайтесь каждым моментом жизни, живите с энтузиазмом и извлекайте максимум пользы из моментов, прежде чем они станут воспоминаниями. Настоящий вопрос не в том, существует ли жизнь после смерти, а в том, живы ли вы до смерти. Потому что быть важным – это дело эго, а быть счастливым – это дело души. Некоторые медали вешаются не на шею, а в душу. Медали, которые чем меньше ты покажешь другим, тем лучше это пойдет тебе. Дитя мое, никогда не клади ключ от своего счастья в чужой карман. Критикуйте, игнорируйте, цените замечательных людей, когда они у вас есть, а не когда вы их теряете. Со временем вы поймете, что люди, которые этого достойны, это те, кто учитывает ваши чувства. Скажите спасибо всему, что уходит из вашей жизни. Если оно придет, приветствуйте его. Если получится, желаю всего наилучшего. В конце концов, оставайтесь там, где вы найдете покой, мотивацию, улыбки, жизнь и счастье. Те, кто учится на своих падениях, совершают меньше ошибок. И жизнь – это не всегда сесть на поезд, иногда это сойти на станциях, где с каждым шагом на лестнице жизни ты чему-то учишься, только если продолжаешь подниматься шаг за шагом. Так что не бойтесь совершать ошибки, это часть обучения. Постарайтесь быть счастливым, а не идеальным. Речь идет не о том, чтобы делать что-то идеально, а о том, чтобы делать это с любовью. Поскольку быть свечой не просто, чтобы дать свет, нужно сначала сжечь. И если вчера что-то не могло быть, будьте благодарны, потому что сегодня будет намного лучше. Но никогда не поздно признать ошибку, закрыть главу и начать новую историю. Встаньте и будьте счастливы сегодня. Не спрашивайте ни у кого разрешения, просто будьте счастливы. Нет лучшего места, чем здесь, и нет лучшего времени, чем сейчас. Принимайте и наслаждайтесь каждым моментом этого дня, каждый из них уникален и незаменим. Не ждите особого момента, чтобы быть счастливым, будьте счастливы, и особые моменты придут сами собой. В тот момент, когда вы перестанете думать о том, что может случиться, вы начнете получать удовольствие от происходящего. Скажите «да» всему, что вас прибавляет, иногда это происходит тогда, когда вы меньше всего этого ожидаете, поэтому наступает идеальный момент. Дитя мое, я расскажу тебе 3 навыка, которые сделают тебя счастливым. Во-первых, способность дистанцироваться, когда это необходимо. Во-вторых, возможность попросить о помощи.
И в-третьих, способность продолжать попытки даже после неудачи. Никогда не забывай, что я улыбка твоей матери, сила твоего отца, руки твоего дедушки. И не только это, я поддержка твоих друзей, аромат твоей любви и немного людей вокруг тебя. Я ваш Небесный Отец, и я говорю вам жить жизнью, наслаждаться моментом и забывать, что думают другие. Я люблю тебя сегодня, завтра и всегда. Аминь. Мои дорогие сын и дочь, я знаю, что ваши испытания непросты, и понимаю, что мир, в котором вы живете, может быть тяжелым. Иногда вы можете подумать, что другим лучше только из-за их внешности, но вы не можете видеть то, что вижу я. Я вижу их сердце, и большинство из них борются. Этот мир пал, и ловушки врага повсюду. Неверующие идут без моего руководства, думая, что их пути правильные, но в конце концов эти пути ведут к разрушению. Но ты подарил мне свою жизнь, у тебя есть моя надежда, настоящая надежда, не похожая на их. Не чувствуйте себя самым несчастным человеком, потому что это не так. У тебя есть я, и это все, что тебе нужно в этой жизни. Я твоя поддержка и твоя защита. Я окружил ваш дом своими ангелами, и каждый из ваших близких находится под их опекой. Не позволяйте своему разуму убедить вас, что в вашей жизни все не так, потому что это не совсем так. Да, есть вещи, которые необходимо изменить, но не все. Ты знаешь, что я прав. Я хочу помочь вам с ситуациями, которые нуждаются в улучшении, если вы позволите. Но вам нужно быть более позитивным. Жалуясь или лежа в постели и плача, ничего не добьешься. Помните, я вложил в вас свой дух, чтобы вы могли решать свои проблемы с силой и уверенностью, зная, что в конечном итоге вы одержите победу. Наберитесь смелости. Я отправил вам это сообщение сегодня, чтобы возродить ваше желание осуществить свои мечты. Доверься мне, потому что, когда я рядом с тобой, ничто не сможет победить тебя. Эта скорбь пройдет, и ты оглянешься на эти слова и увидишь, что именно я дал тебе силы продолжать. Вы будете возрастать в вере и терпении. Помните, тот же Бог, который провел вас через ваш последний трудный период, останется верным, чтобы провести вас через тот, который вы сейчас переживаете. Никто никогда не будет любить тебя так, как Иисус. Аминь, если вы согласны. В Псалме 61, 7 говорится: «В Боге спасение мое и слава моя, в Боге твердыня силы моей и прибежище мое». Те, кто ходят с Богом, последовательно достигают намеченного пункта назначения. Аминь, если вы согласны. Спасибо, что присоединились к нам сегодня. Если вам понравилось это видео, не забудьте поставить ему лайк и нажать кнопку подписки, чтобы не пропустить ни одного нашего будущего контента. Не стесняйтесь оставлять свои комментарии и предложения ниже. Мы рады услышать ваше мнение. Если вы хотите быть в курсе всех наших последних видео, обязательно активируйте колокольчик уведомлений. До следующих встреч, следите за обновлениями, вдохновляйтесь и оставайтесь потрясающими. Увидимся в следующем видео.